Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Фатима, если сказать о той женщине, которую повесили за волосы, это была та женщина, которая не скрывала свои волосы от посторонних мужчин. Если говорить о той женщине, которую повесили за ее язык, она была из категории тех людей, которые всячески приносят вред своим языком окружающим людям. Какая бы женщина ни начнет своим языком приносить вред своему мужу, Всевышний Аллах удлинит ее язык на 70 локтей». Далее, рассказывая о наказаниях женщин, пророк, алейхиссаляту вассалям, передал нам: если говорить о той женщине, которую повесили за грудь, то это та, которая кормила посторонних детей своим молоком без ведома на то своего мужа. Если рассказать о той, которую повесили за ноги, то это та, которая выходила из дома без согласия на то своего мужа. Также это была та, которая не купалась после периода ежемесячного осквернения и после рождения ребенка. Если говорить о той, которая сама же поедала свое тело, то это та, которая приукрашивалась для посторонних мужчин и вела ненужные беседы за спиной других людей. Если говорить о той, которая сама с себя срывала свое мясо огненными ножницами, то это та, которая хвасталась перед людьми своей красивой фигурой, а также старалась подчеркнуть ее различной одеждой для посторонних мужчин. Что касается тех женщин, чьи ноги привязаны к колбу, которые в таком положении направлены змеи и скорпионы для поедания ее тела, то это та категория, которая была в силах соблюдать столпы ислама, держать пост, совершать намазы и так далее, но ничего не соблюдала, к тому же не совершала полное ритуальное купание после осквернения. Что же касается тех женщин, чьи головы уподоблены голове свиньи, а их тело уподоблено ослиному телу, то это та категория, которая была склонна к сплетням и обманам. Что же касается той категории женщин, чьи тела уподоблены телу собаки, то это та категория, которая создавала смуту и вводила в гнев своего мужа. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал: пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: если женщина выйдет из дому без разрешения мужа, то все, на что попадает луч солнца, будет проклинать ее до тех пор, пока она не вернется домой.